дороге стоит. Я еще не расчехлился. Они уже стоят. Красавчики. Привет, ребята. Доброе утро. Доброе, хорошее октябрьское утро. Начало октября. Погодка, ребята, стоит, что ни на есть, такая осенняя. Ну, правда, дожди. Я сегодня с разведкой, ребят. Но не просто так. Хочу пробить дорогу лесную. Потому что с гаражом все закончил. И нужно начинать вылазки по Налиму. У нас остался месяц рыбалки. Может даже меньше. Соответственно, надо двигаться. И у нас на днях ураган был. Очень сильный ветер. И вот видно, все деревья повалило. Я вот хочу пробить путик. Не завалило его, нет? Чтобы сюда не суваться. Вот. Ну и, конечно, тихая охота, ребят, грибочки. Погода еще позволяет. Так что красивый барок, погуляю. Столько рябчиков поднял в начале, когда заезжал. Ужас. По дороге прям бегают. И главное, не бояться мотоцикла. Ну и что хотела сказать, ребятки. Хорошие новости. Каждый день дожди идут. Прям такие проливные. Не такие, знаете, как там моросящие, а прям так нормально дает. И у нас начала подниматься вода. Кто-нибудь из рыбаков бы сказал, ну это же плохая новость. Но это, ребята, новость для того, что вода поднимется и можно что-то двигаться. Как-то на моторе. А так, погнали, ребята. Посмотрим дорогу. Ну и, соответственно, грибочки. Вперед. Пока заходил, прямо на дороге боровика нашел. Но я, правда, еще его не смотрел. Так что, может, и червивый. Вот здесь тоже, ребята, что-то наподобие боровика было. Видите? Здорового такого. Он сгнил. Такой борик небольшой. Погуляем. Ну вот, смотрю, что-то пополомало так. Особо не особо. Здесь тропинка, дорога сбоку пойдет. Я вот так сейчас зашел, посмотрю. Потому что ветер был очень ужасный. Я сейчас пока по дороге ехал. Вот такие сантиметров 7-8 баланчики лежат. Но я их на мотоцикле спокойно перепрыгнул. А вот если здоровое матерое дерево упадет или навалит, потому что я пойду, если пойду, то пойду с прицепом на мотоцикле. Пропиливаться неохота мне. Так. Что у нас тут, ребятки? Маховичок средний возьмем. А что нет, возьмем. Маховичок, маховичок. Так. Нож. Чистый маховик. Нормальный гриб. Ой, белый чистый, ребята. Молоденький. Так что как-то так. Да, на бару, ребята. Красноголовичков хочу посмотреть. Потому что с белыми здесь не так красиво, как на других барах. Но я пока иду и по дороге смотрю, все хорошо. Это старый ураган был. Старый, давнешний. А свежего, посмотрю, пока ничего не нападало. Я думал, крыши повырывает. Вот прям такой ветер, ребята, был сильный.
Думаю, прокачусь. Хотелось, конечно, уже выезжать, ребят, по Налиму, пробовать. Но, к сожалению, сегодня с вечера дождь, всю ночь дождь, и завтра целый день дождь. Как бы понятно, что он моросящий, но рыбалка по Налиму, как вы понимаете, она ночью. И даже палатка с печкой, ну, не кайф. Всю ночь будет херачить, все промокнет. Потом собирать все это сырое неохота. Опять маховики. Прям большие такие. Там маховик. Этого возьмем. Чистый. Чистый. Дорога пока нормальная идет сбоку. Не завалисто. Кирироши Боровой, ребята. Тут вот моя дорога идет. И еще, смотрю, стоит. Прямо на дороге. Вот такой, ребят. Смотрите, красавец какой. Опа. Ногу немного поели вон тут с края. Сейчас посмотрим. Прямо на дороге. Вот это старые пропилы, видите, друзья? Вот пни. Это пропиливали дорогу. Тропинка идет на речку. Вот по ней я хочу заехать. На мотоцикле с прицепом, со шмурдяком, с палатками. Опа. Если бы, друзья, не показал вам дорогу, не нашел бы вот такого, ребят. О, это много. Класс. Грибы в октябре, ребят. Сегодня не помню, какое число. Сейчас даже вам покажу. Что тут говорить-то? 6 октября, ребята. А боровики на севере растут. Блин, прямо на тропинке была. Ребята, он чистый. Абсолютно чистый. Этот, мне кажется, поедем. Вон по шляпку. Интересно. Боровички 2 штуки. Ну, точнее 3, но один-то, понятно, переросший. И на тропинке смотрю. Я так понимаю, что никто тут по рыбалке не заезжал. Потому что и там в начале, где я вам говорил, я перескакивал деревья на мотоцикле. Никто не проезжал. Вы скажете мне, это же не машинная дорога, да, ребят? Но ездят на великах, ездят на мотоблоках, на квадроциклах ездят по этой дорожке. На машине не проехать, она слишком узкая. Изначально была тропа, а потом вот превратилась так в дорожку. Да, и у нас местные гоняют. Ну, в данный момент у меня мотоцикл с телегой, что ни на есть, подходит прям под эти условия. Я вам одно, ребят, скажу, что красноголовиков-то нету. Все, что ли, отошли они. Белые-то вон вырастают еще, а красноголовиков нету. Понятно. Ну, я сюда заехал посмотреть, так что съездим на другой бор, ребят, без проблем. Посмотрим белых. Вот одного нашел, но он, ребят, большой, слишком большой, такой нам не нужен. Класс, такая свежесть, но еще заморозков, ребят, не было. Вот вижу, там еще как будто стоит. Таких особо не было. Вот эти 2
3 градуса. Нуля еще не было. Пару раз, один раз вроде был такой, и все. Пока держимся. В Якутии, знаю, первый лед уже открыли. Молодцы. Поздравляю. Ну, якуты всегда первые. Как ни крути. Вот такой, ребят, какой-то интересный. Посмотрим. Якутяночка моя. Та-та-та-ра-та-ра-ра. Чистый. Ребят, чистенький. У нас уже, наверное, никто грибы не собирает. Сейчас вот только по клюкве еще ходят. Ну и охота. А так еще уже, наверное, никто не ездит в лес. Ну, уже, в принципе, все и собрали. И думают, что грибов уже нету. А грибы еще бывают, ребята. Бывает. И в октябре. Ничего страшного. Частенько прилетают такие комментарии. Андрюха, ну, ты что там, тебе вещей больше никаких других нету, кроме камуфляжных. На самом деле есть, ребята, есть, конечно, там и джинсы, и туфли. У кожаных там штук 5, наверное, там всяких толстовок. Ну все, ребята, залип я в камуфляж. И, ну, я не знаю, что мне в деревне тут красоваться, одеваться. В город там съездить по делам я там бывает езжу. Ну и то я в камуфляжке, мне как-то удобно. Так что сегодня, ребята, на мне новый костюм от компании Armimax. На флисе уже. Взял себе новиночку под осень. Такого же примерно цвета, как летний. Очень понравился мне этот цвет комка, вот именно вот этого. Ну, этот понятно, что еще более новый. Такой не застиранный, не выцветшийся. Так что вот сегодня первый раз одел. Немножко, думаю, похожу, попробую, как он в пределе. Поприседаю как раз за грибами. Похожу. Тут жмет, тут не натирает. Со штанами угадал прям в цвет, ребята. Блин, классно, вообще сели на меня. Я парень не маленький, крупный. А вот с куртофаном чуть-чуть как будто маловат. Ну, в принципе, нормально. Ну, на размерчик можно было побольше. Чуть-чуть. Как-то вот у него в локтях как будто. Вот так когда делаю. Видите, как будто поднимается. Не знаю. Ну, может, кажется так. Тут, наверное, из-за шевронов, из-за этого. В общем, ребят, чай сядем попить. Подробно покажу. Ну, в принципе, пока все устраивает. Штаны прям классно сидят. Это на флисе уже. Так что утеплился немножко. Как раз по налиму подвигаться. Хотелось немножко подметить, ребята. Вот ветер-то был сильный, и лист-то очень сильно полетел. В общем, 95%, ребята. Мне кажется, уже листа нету. С осины-то понятно, он давно уже слетел. Так, остались, получается, ну, на ивнике там немного, на березах больших немного. Ну и где-то в чаще, где не особо сильный ветер. А вот так, смотрите, ребята, видите, лист полностью опал. Все на земле. Все это будет перегнивать. На следующий год мы будем собирать здесь опять грибы. Красноголовички. Нету красноголовиков, ребят. Сейчас по дороге пройду краем и на обратку. Не буду я круга давать. Не вижу смысла. Белых посмотрим. Красноголовиков нету, а вот белые-то походу есть еще. Мы сейчас пройдем, посмотрим. Вот такой, ребятки. Вот такой красноголовичек. Выхожу к мотоциклу, друзья. Не вижу смысла я делать круг. Иду вот тупо по дорожке, по тропинке, по которой собираюсь ехать.
Ну, думаю, может и белых тут найду. Ну да. Иду, думаю, что-то непонятно. Белый, не белый. Да, белый, ребята. Его белочка, смотрите, грызла или барандучок. Короче, красненькие отошли, ребята, а белые еще походу есть. Все, походим сегодня, значит, за белыми. Заодно дорогу посмотрел. Точнее, смотрю еще. Якутяночка моя. Песня заела, за Якутию сказал и... Чуть не пролетел, ребят, красавца. По дороге лечу, а что-то так опа, мелькнуло. Думаю, не показалось мне. Нет, ребят, не показалось. Ну просто красавец. Ничего не сказать. Нога, ребята, на 5 баллов. В общем, ребят, прошелся нормально. Дорога живая. Ну вот единственное, вот даже я здесь остановился. Видите, попадал и там впереди. Вот. Так что все нормально. Все равно с пилой, все равно пильнуть. Просто думал, мало ли там накидало. Целый день только пилить буду. А сейчас уже нас, чтобы вы понимали, к 6 темнеет. И к 6 расцветает. 12 часов в темноте только. Вот, ладно, погнали. Боровиков посмотрим. Что у меня? 3 белых, 3 красноголовика и 4 маховичка. Маховиков, кстати, много. Опять походу. Погнали. Красноголовички, значит, отошли, ребятки. Вот, видите, по мелочи попадало. А так, в принципе, нормал. Остановка, ребята. Еду, а на дороге-то грибы стоят, боровики причем. Хорошие. О, тут даже 2, ребята. Фига себе. Смотрите, какие красавцы. Надо эту локацию проштрудировать. Че нет-то? Огонь. Еще один. Октябрь, да, ребята? Вот боровики, смотрите, растут. Чистый, ё-моё. Класс. Тоже погрызанный. Блин, так наберем. Вообще в легкую. Там что, еще один, что ли? В натуре, ребята. Прикиньте. Повыходили как. Никто не заезжал, не смотрел. Вот тут старый кто-то срезал. Старый. Но это ладно, ребят. Это я тормознул. Я заметил-то других. Как бы лечу. Потом бац, что-то мелькнуло. Я по тормозам и там остановился. И увидел тех. А заметил я вот этого, ребята. Нормально так дорожку посмотрел. Что-то на дороге прям, знаете, им то ли света больше, то ли что. Прям нравится. Надо тут погулять. А вдруг... Да, и вправду захожу, друзья. Смотрите, небольшой. Ну, стоит. Это получается, они растут. Они еще растут, ребята. Для них сейчас самый кайф. Червивенький, конечно. По шляпку. Ну ничего. Вот небольшой такая лазеечка вдоль дороги. На часто здесь сюда заезжаю. Ну, раньше здесь было прикольно. Как бы такая типа как тропинка шла, и там собирали. Сейчас тут вот такая штука в этом году сделали. И прям, грубо говоря, по тропиночке он и пустил ее.
А так раньше красиво здесь было. Ладно. Посмотрим-ка мы. Ну это хорошо, ребят. Это прям прикольно. А вон мотоцикл, видите, где по дороге оставил. И вот так я прошел. И возвращаюсь. Короче, вон тут, вон здесь они растут. Вымахали так. Хорошие ребята, крепкие. Прям вообще класс. Ну, вот так, наверное, да. Корешок успели подзабрать. Блин, здесь сразу столько нашел. Круто. Так, там сейчас обойду еще и вернусь. Вернулся к мотоциклу. Поедем дальше. Короче, тут-то все и нашел. Вот, оказывается, видите, можно было просто посмотреть внимательно и увидеть. Ладно. Поехали на Борик сгоняем. Я уже подъехал, ну, грубо говоря, к Бору. И надо спускаться сейчас в Бор. Ну что, я не знаю, минут 7 я на месте. А так пришлось, ну, не знаю, полчаса топать, наверное. Я, главное, взгляд в сторону, ребят, от мотоцикла. Вот, остановился, и смотрите, ребят, стоит. А там еще один. Охрененно. Тут местечко такое, надо всегда смотреть. Я тут и остановился, хотя можно было дальше проехать. Просто класс. Боровички, ребята. Мои любимые. Пушка. А тут прям неподалеку, ребят, еще один, смотрите, стоит. И еще один. Точнее, их тут два было. Одного вон съели. Вообще класс. Ребята. Дрон стоит. Вот этот прям огонь, ребята. Вот такие ноги, блин. В мху они растут. И тут еще один. Вот этот мягкий, ребята, трогать не буду. Крутанусь так пока без ведра. Ну, вроде все. Тут лазечка-то такая, блин. Возле дороги. Частенько тут проходят, проезжают. Не заглядывают. Ну все, вроде да. Прикольно. Пойду обрабатывать. Да блин, а. Что будешь делать? Гриб-то молодой. Ладно, братва, потопали. К Бору. Крутанемся. Особо как бы сегодня планов-то не было грибы собирать. Но я знал, что я найду. Что-то это найду. Задача была посмотреть дорогу. Быстро съездить. Вот смотрите, ребят, перешел на другую сторону. Вот мотоцикл. Вот, пожалуйста. Тут кто-то или срывал. И рядом, ребята, просто гигант. Гигант. Машина, блин, выросла. О, о какой. Броневик, а. Тут сразу далеко, ребят, ходить не надо. Вообще малыш. Они, короче, ребят, растут еще. Я так понимаю, ладно, потом его почикаем. Вон, видите, тут все срезано было. Пятачок такой. Вот мотоцикл, ребятки. С двух сторон получается. Удачно я остановился. Но эти места я знаю, ребят, как свои 5 пальцев. Соответственно, нате, пожалуйста, распишитесь. Что-то он, ну, что-то он мягенький уже. Даже маленький, но уже мягенький.
Ладно, переходим болотинку и на бару. Ну, здравствуй, Борик. Это, ребята, один из самых любимых баров моих. Это одно из самых любимых мест. По боровикам, по красоте место. Одно из самых. Прям кайфую, когда здесь нахожусь. Вот, ну, в общем, прогуляюсь. Тут по километражу особо немного, так что не спешонько погуляем. Может, что найдем. Короче, ребят, так получилось-то сегодня, что уже у меня вот ведро почти, да? И это все на дороге. В бару-то я грибов не нашел. Ну, вот, правда, сейчас я в бор зашел. А так ведро на дороге я нашел. Ну, а тупо это можно было вот ехать на мотоцикле и вот так остановиться. И найти, собрать. Вот на рыбалку бы я поехал, да? Туда. И вот, грубо говоря, я бы сейчас вот ведро собрал, просто пока ехал. А потом иной раз думаешь, да, блин, тут на дороге-то столько, а если в бор зайти, там вообще, наверное, немерено. А бывает и нет, ребятки. На дороге прям что-то нравится им. Много просвета, что ли. Не знаю. И первые грибы, кстати, частенько на дорогах попадаются. В бару еще ничего нету, а на дорожке уже что-то попадается. Это замечено 1000 раз уже было. Пересек практически, ребята. Тут дорога с другой стороны. И 2 штуки. Да каких, братва? Ух-ух-ух-ух-ух. Ух-ух-ух-ух-ух. О! Мощь. Тут в углу стараюсь такие места посещать, ребята. Вот, допустим, есть бор у вас, да, угол в угол. Все как будто рвутся туда, в центряк. А углы вот эти не проходят. Я, бывает, именно по углам, по таким закоульным, мягкий, хожу. Ну, не хожу, а захожу. И бывает натыкаюсь. Так, почищу сразу. Вроде малыш, а под шляпку, блин. Ну, в этом году сколько белок не собирал, не знаю, из всех походов, наверное, штук 10 с ножками забирал, а остальные все по шляпку. Сезон шляпок, короче, братва. Какой, ребята, смотрите. Просто я не знаю. А тут даже 2 их, этого не заметил. Мягкий, непонятный. Будем смотреть. Да, досталось. Сделать тропинка, ребята. Тропа. Ну, такая еле видна, да, ребята, видите? Тропа. Стоять. Стоять, бояться, деньги не прятать. Опять на дороге. Опять на тропинке на дороге. Вот такой малыш. Только-только вырос. Великолепный, ребята. Великолепный просто. Вообще ничего не могу сказать. Просто красавчик. Боровичок. По грибам, когда, ребят, выезжаю, частенько с вами разговариваю. Секундочку. Маховичок. Ну, рядом с белым уже, тогда ладно, заберем тебе. Мы вначале тоже взяли 5 штук. Вон какой, ребят, смотрите. Опа.
Да, жалко, конечно, ножку выкидываешь в основном. Так бы, ну что, вот шляпки берешь, потом, считай, уже ведро собрал, ведро выкинул. Как-то так. Ну, тут нашел, что-то голову поднял. Еще малыш, ребята, на пригорочке тут выросли. О, класс. Ладно, потом. Неудобно. Постоянно. Второй найдешь или сразу двух. Потом чистишь. Нормально. На пригорочке тут. Я обычно тут прохожу. Что-то сегодня решил по пригорочку пройти. И не зря. Под такой елочкой, ребята, стоит вот такой богатырь. О! Ну, скорее всего, ребят, он хана ему. Да, не буду я его рвать. Пускай он стоит. Вернулся, ребят, я к мотоциклу. У меня ведро. Ну, наверное, что, уже заедем еще в одно место. Чисто так. Сейчас переедем. Чай попьем и прогуляемся. Еще по одному местечку. Налил, ребят, чайку, пока остывает. Хотел же вам рассказать о новом костюме. Это горка, точно не помню, ребят, конкретно. Вот компания Army Max. На первый взгляд тут оделся, вот походил уже. Ну, слушайте, мой костюм. У меня очень много костюмов, именно вот камуфляжных, демисезонных, летних, там, антигнус, там, флисовых. И бывает, что вот покупаешь, раз одеваешь костюм, и ну, неудобно в нем как будто бы. Тут что-то жмет, тут натирает. И бывает у меня просто вот лежат там даже не одеванные. Я там бывает там то отдам кому-то, то еще что-то. Капюшончик, ребята, здесь сделано на флисе. Ну, стандартная молния, хорошая тракторная молния. Видите, здесь прошита флисочкой. Вот эти вот именно углы, когда вот так одеваешь, часто вот так ворочишь или отсыревает костюм, здесь шею натирает. Здесь сделано мягко, молодцы. Небольшой козыречек сделан. Вот это просто, я не знаю, балдея. Вот телефоны вот эти здесь, какие-то батарейки бывают. Вот это вот прям, я не знаю, класс. Внутренний кармашек идет на липучке, на хороший. Помимо молнии еще, ребята, идут пуговицы. Пуговицы вот на, смотрите, не просто прошиты, знаете, а сейчас вот уже делают, молодцы. Ну, она хрен когда оторвется, эта пуговица. И что понравилось, что пуговки просто залетают сразу в кайф. Бывает некоторые, знаете, пуговица не залазит, приходится дорезать там ножом, чтобы потом пуговицу застегнуть. А потом тут она разбалтывается и у тебя расстегивается. Получается, здесь вот такие карманы на пуговках. В общем, ну, здесь утягивается. Немножко, как будто с курточкой, ребят, не угадал. Ну, штаны просто, я не знаю. А если компания Army Max меня увидит, конечно, передайте привет просто, кто придумал эти штаны.
Ну, просто, Вася, ты красавчик. Смотрите, ребята, бывает здесь молния. Но штаны, как обычно правило, здесь всегда свободно ходит рука. Но здесь они придумали молнию. Блин, ну это, кто это придумал, это просто красавчик. А здесь два боковых, кстати, очень высоко. Немножко уже испачкался, но это нормально. Здесь, ребята, такие проставочки можно на коленники одевать. И очень понравилось вот этот момент. Вот эта резиночка, ребята. И видите, как они сделали резинку. Не надо там, знаете, всегда там, когда одеваешь, надо что-то там засовывать там в носки, чтобы одеть хорошо. Здесь сделано вот так грамотно. По штанам прям кайф. Подтяжечки боковые. Ну и здесь еще два вот таких кармана. Плюс можно еще шеврон, ребят, делать. Видите? Там дрюня там или рыболовные войска. Здесь утяжечка. В общем, не знаю, ребят, поношу, посмотрю. Ну вот штаны мне встали. Здесь вот два сзади кармана еще есть. Поясница такая высокая. Закрывает поясницу. Короче, класс. Просто класс, ребята. Так что если что, поношу, посмотрим. Ну, такие костюмы стараюсь не застирывать. Но все равно, когда там походишь где-то что-то, все равно надо простернуть. Так хотя бы в холодной, там, в бережной там стирке. Короче, поношу, ребят, посмотрим. Ну, бюджетный костюм, недорогой. Относительно. Ну, так вроде сделано, качественно, добротно. Частенько тоже пишут: Андрюх, возьми там хороший костюм там какой-нибудь там. Ну, у меня есть знакомые, которые там ходят, ну, штаны там 20 плюс и куртка 30 плюс. Ну, полтинник денег, понимаете, ребята. А здесь, ну, когда ты производишь такие рыбалки, как в лесу, там, занимаешься дровами, там, костры у тебя обязательно, там, что-то еще, ну, полтинник таскать, понятно, он мембраны, там, не протекает, там, туда-сюда. Там будешь трясти, чтобы его там сучком не задеть, что ли. Не знаю, это не мое. Но, опять же, мне не нравится вообще, и никогда не понимал, когда вот человек идет, там, в лесу, допустим, знаете, он там какой-то там в ярко там выраженной одежде, понятно, для охоты, может, загонный, там, это правильно, да. Но мне так не нравится. Я люблю, чтобы как-то сливаться с природой более-менее. Ну, как-то так. В общем, если кому интересно, ребят, ВКонтакте напишите, ссылочку там где-нибудь я вам оставлю. А так, пока мне все нравится. Зашел в бор, ребята. Погнали. Смотрите, тут кто-то срезал. И вот недалеко сразу же я увидел небольшого белого. Красота. Он чистый, ребята. Не успели тут его захрюкать. А этот у нас по шляпку. Поднял сейчас глухарку. Здоровая такая. Еле-еле что-то взлетала там. Подпустила. Ну, глухарки они такие, да. Отпускают. Нет. Глухаря ты, конечно, так не подойдешь. Вот такие дела, ребята. Я, кстати, что этот не договорил-то вот по поводу штанов, по поводу замков боковых. Там обычно просто карманы. И бывает, когда там, ну вот тепло, там возле лагеря занимаешься, снимаешь куртку там и там во флиске там или футболке, или в тельняшке двигаешься, штаны, понятно, одеты. И вот положить что-то вот в карманы, получается, ну, телефон там, зажигалки там, те же сигареты. Опасаешься, потому что, ну, мало ли, пойдет, куда-то потеряешь. Я и говорю, вот прям штаны на молнии, прям, ну, тот минус, который вот прям, не знаю, я всегда хотел, чтобы там была молния, допустим.
Вот такой плюсик. Вроде как мелочи, но за столько времени уже, когда ты часто где-то гуляешь, рыбачишь, то вот такие моменты, они нужны. Да, ну и смотрю, тоже сушинки тут попадали от ветра. Тоже нет-нет, да, повалило. Наоборот, прям очень много поломало. Тут сломало, там, смотрю, валяется. Вот это прям такие сухарки уже стояли. Ну вот, порыва такого не выдержали, попадали. Вышел на дорогу, друзья. Иду к мотоциклу. Я так, шутя, прошелся так. Ну что уже, ведро полное, ребят, смотрите. Какие красавцы. Вот, съездил, называется, на разведку, дорогу посмотреть. Ну, дорога открыта. Можно будет съездить. Единственное, надо погоду подождать. Вода прибывает. Водичка поднимается, это хорошо. Так что повоюем еще, ребята. Ладно, еду к дому. Там еще увидимся, ребят. Так что оставайтесь. Прибыл домой, ребята. Чтобы вы понимали, вот здесь 300 метров у меня течет река. И вот за рекой, вот в том лесу я был недалеко. Вообще недалеко. Хотелось немножко показать, ребята. Все равно многие спрашивают, как дела с гаражом. Вот я, ребят, спустя полгода возобновил постройку. Доски давно уже привез, лежали. Вот. Сейчас с костяном сделали. Тут оставалось у нас, ребят, зашить вот эти выходы. Видите, зашили. Они были не зашиты. Там была щель. Вот, листья вот залетали. Ну вот, сделали красоту, навели. Вот здесь зашили, там с той стороны вот это все зашили. Углы зашили. И получается с этой стороны тоже все зашили. Все красиво. Все круто. Немножко внутри, ребят, поработали. Сейчас покажу вам. Немножко убрался, ребят, не знаю, будет видно, не будет. В общем, сделали стеллажи. Наконец-то подмелся, здесь убрался. Вот здесь у меня всякие запчасти от мотособаки, кстати, есть. Сейчас открою дверь, ребят. Потому что, блин, темно. Еще свет не провел, но свет сейчас будет. На днях будем Женьком ставить свет. Вот, такие буквы П сделали, высокие. Здесь ДВП зашил, но тут бардачок еще. И вот снизу, можно снизу ложить, получается. Сверху полку сделали. Так немножко повырезать пришлось. И вот буква П вот до сюда, ребята, сделали. Обкатал инструмент от Редверга. Помните, когда-то показывал обзор, ребята? Вот я взял энное количество инструмента. Все, ребята, на батарейках. Шлюфмашинка, гайковерт, шуруповерт,
торцовка, ребята, просто работала, помогла. Лобзик, все на аккумуляторах 5 миллиампер, очень мощные. Красота, в общем. Вышел на улицу, поработал, здесь поработал. Не надо никаких проводов, розеток. Все шикарно. Торцовочка, ребята, вообще работает, блин. Мы рейки делали, ДВП я резал. Прям шикарно. Все с подсветочками. Все очень классно. Вот лобзик. Торцовочка прям вообще, блин, красота. Вот там как раз вот где-то мы не попадали. Видите, вот мы 8 делали. Вот все вдоль. Блин, вообще класс. Самое, что прикольно, ребят, это все на аккумуляторах мощных. Можно взять в лес, в тайгу. Ну вот здесь так немножко еще, конечно, просто раскидано. Это потом все буду делать полочки. Баннер повесили. Тут запчасти от мотособак с магазина еще. Санки вот у меня еще есть. Ну, 600-очка, ребята, мой стоит. Красавчик ждет. Ждет выезда. Сани палатка от Тафалар. Показывал тоже обзор. ГСМ небольшой. Так. Стол. В общем, здесь, в этом районе, ребят, будет печка. Еще пока не придумал, что как. Печка уже тоже есть, показывал. Наверное, буду выходить в стену. И вот как-то так. Ну, в общем, вот такая работа, ребят. Сейчас мы 2 дня тут поработали. Хорошо. Дождь, правда, мешал. Ну, ничего. Наконец-то повесил замок. То все на вертушке. Ну, и почему вот такой выход, ребят, видите, я делал от стены 70 сантиметров. Вот что-то поставить, потому что дождь не попадает. Те же сани, допустим. Не знаю, там, лодку подвесить. Но лодку я планирую еще вот... Высота очень большая, видите, возможно, буду подвешивать даже что-то, и возможно здесь сделаю потолок. Вот здесь, в этом участке. Здесь как бы может быть этот. Здесь буду обшиваться пеноплексом, скорее всего. Ну, такие дела, ребят. А так, 11 рост, рыбалка с дрыней. Ну вот такая, ребят, небольшая моя мечта. Потихоньку иметь свое место, свой гараж, где-то что-то поковыряться. Вот сейчас будем протягивать свет, освещение, розетки. Сделаю на улице освещение мощное. Здесь будет, короче, здесь у меня круто. Тянуться будем оттуда. Здесь коптилочку повесил уже. Хоббисмо холодного копчения. Она не ржавейка, ей ничего не будет. Ну, здесь, говорю, не попадает дождь. Вот что-то как-то так. Компрессор поставил. И пускай она коптит себе. А мы что-то делаем. Тут у нас тоже все прибрано уже в деревне. Вот тут доски лежали. У меня здесь пачка. Здесь что-то вот попилили. Вчера сложил доски. Остатки полтинник остался. Ну, весной мазки буду делать. Где-то на замену. Может, пару лавок сделаю. Вот здесь есть местечко. Вот такое. Пятачок. Хочу здесь сделать скамейку, стол. И типа как навесика. И типа мангальную зону. Чтобы здесь кайфовать. Здесь у меня телевизор будет, возможно. Возможно, будет холодильник. Диванчик какой-то. Здесь типа мангальная зона будет, возможно. Ну, в принципе, место здесь есть в поле, ребят. Здесь можно оборудовать, много чего делать. Так что как-то так. Коптильня большая стоит. Ну, вот это пока в планах, ребята. Все, конечно, упирается в денежки. Время, я говорю, вот дотянул. Вот так, чисто, ребят. Тут, говорю, все закрыли, шифером закрыли. Уже у мамы все убрано. Осталась морковка одна, цветы там кое-какие. Вот попилил хлам вчера на баню, ну, то, что вот куски оставались. Вот. А так все уже убрано, ребят. В огородах все прибрано. Зиму встречаем. К зиме готовы. Короче, ребята, ладно. Давайте. Всем удачи, всем мира, здоровья.
самое главное. Увидимся.